А если сказать о Выльгарте, там раньше было более 20 деревень, и каждая из них со своим неповторимым бытом и нравом. Где лодки из осины мастерили, где горшки из глины крутили, где из овечьей шерсти валенки валяли, где столы да стулья сколачивали. Много-много мастеров в старину Выльгарте было. Недаром это село прославил мастер изготовления балалаек Налимов. На всю Россию имя его гремело. Все гудки его, что скрипки Страдивари, крепкие и звонкие получались. Цены им не было. Паш-Гагарья очень уж изменилась, если со стороны взглянуть. Кирпичные дома, а вот церковь с разрушенным куполом как будто и не изменилась, и изучено сысолы. В церкви у пашгинцев клуб был, а возле церкви в доме одном дядя Семен жил. Такой мастер был! Из дерева и бересты, из корня славные вещи мастерил. Ложки и туиски. Сказка просто. Мастер! Знаменитым стал, как Налимов из Выльгарта. Самое же главное, мастерить из дерева детей научил. Ну разве позабудется Иб? Такое большое село было, без конца и края. Идешь, бредешь, с горки спускаешься, на горку поднимаешься, и недалеко от дороги, слева, величаво возвышается церковь с голубыми куполами. А чуть подальше, справа, на высоком холме стоит деревянная серая часовня. Ох, рано-рано умер уроженец Межадора, глава республики Иван Павлович. В эту нелегкую пору он, может быть, смог бы что-нибудь изменить в лучшую сторону, объединил бы соперников и повел бы за собой вперед. Народ-то его слушал по всей республике. А вон там Куни, Пустошь, а затем и Визинга. Близко друг к другу сидят здесь коми-села. Многолюдные были села в старину, и пашин лугов много-много было. Говорят, больно уж широко раскинулась Визинга. На высоком холме поднялось множество кирпичных домов. Даже пятиэтажные появились. А через большую Визингу раньше был перекинут очень интересный, ладный деревянный мост, сделан на манер железнодорожного моста. Пыелдина, как и большинство старинных коми-сел, в последнее время стала угасать. Раньше же здесь проживало до 2000 человек. Более 20 деревень в округе было. Это и Корольгрест, и Манастыр, и Тяпурщик, и Каргард, и Кужеван, и Гортвыл, и Бортон. Вот и показалась на вершине холма полуразрушенная Пыелдинская церковь. Еще одна жертва, пострадавшая от рук нашего дурного бесшабашного 20 века. Давным-давно на месте Неошора между Пыелдином и Гакширом дремучий лес шумел. И вот в эти места и привезли кулаков, репрессированных с южных областей на поселение. Хотите жить? Рубите лес, стройте дома, корчуйте лес под поля и луга. Ну, наконец-то лес стал редеть, за ним завиднелось село. Раскинулось на холме большое село, и название у него громкое, но не совсем понятное – Палазжа, Палаус. Но почему Палазжа, Палаус? Может, оно связано со словом «ужья», «сплю»? Скажем, сысольские, может, даже и ужгинские, отправились в дальнюю дорогу, шагали весь день, а ночевали здесь. Долго-долго полнотыбью будет песнь моя слышна. Лес высокий в чуем боре, не забыть мне никогда. Ок-ок-ок. В этой самой гриве много раз беседовал я с Иваном Чугаевым и писал о нем. По-старинному трудолюбивый же был человек. Со своим звеном, бывало, сажал и убирал до 100 гектаров картофеля. До 200 центнеров с каждого гектара собирали крупный такой, славный картофель. Умер человек, и все его доброе дело погасло. В
Церковь на вершине холма совсем затерялась за двухэтажными, на манер бараков, построенными домами. Рядом дом культуры, хоромы районной власти. А в стародавние времена одна белоснежная церковь возвышалась на этом холме. Купола, словно стрелы, устремляются к небу, отдельно стоит стройная колокольня. А внизу, под холмом, рассеялись рядами кайгородские деревни: Погост, Вадар, Гурган, Казанчев, Пешкин, Клапорт. Здравствуй, Родина! И на этот раз пусти меня к себе, порадуй лучами солнца, чистым воздухом, дай сил жить дальше.